Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой: что с ним сейчас происходит, что происходит в его жизни. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Как в клетку какую-то попал. Либо ощущение, как будто бы он в клетке. А кому-то, девочки, кому-то вот прям идет информация, что мужчине даже что-то угрожает, какая-то неприятность, беда. Либо какие-то люди нехорошие ему угрожают. Что-то этот мужчинка ваш, я не знаю, то ли сделал, то ли наоборот не сделал, как запутался. Может быть, обманывают его крепко. Ну, прям такое, знаете, нехорошее. Энергетика такая нехорошая идет. Давайте я на оракуле еще посмотрю. Здесь как будто бы то, о чем он мечтал, не случилось, а наоборот, как какая-то неприятность. Вот ощущение клетки. Как, знаете, замкнутый такой закрытый зверь, да, в клетке мечется. У него душа так мечется. Ощущение, вот выть хочется. И знаете, как будто бы сам себя даже винит. Не кого-то конкретно винит, а вот говорит: я сам дурак. Я сам дурак, вот до этого дошел, либо позволил себя к этому привести. Прямо как-то тяжело ему. Что-то у него тут такое. Ну да, был очень такой легковесный. О, Господи, за какой-то удачей погнался. Мечты вот они его. Разочарован. Слушайте, у него сейчас одна надежда только на высшие силы. Говорит: если мне высшие силы не помогут, все, я пропал. Ну, из-за какой-то женщины. Слушайте, из-за какой-то женщины, как искусился, обманула, подставила, знаете, беду на него накликала. Вот какая-то женщина. А он как дурачок вот повелся на ее, может быть, какие-то разговоры, уговоры, рассказы, обещания. И вот попал в большие неприятности. Удача от него отвернулась. Не повезло ему очень сильно. Он-то думал, что она вот такая вот вся добрая, прекрасная. А оказалось, что все не так. Не, ну и женщина его обманула. Либо слишком доверился он какой-то женщине. Теперь тяжело, теперь плохо чувствует себя в клетке. И дела у него крахом пошли, и здоровье у него какое-то прям такое, знаете, надорванное. Душа у него страдает, и он в безвыходной ситуации оказался. Есть еще какой-то мужчина, на которого он надеется, на помощь этого мужчину. Не знаю, то ли друг, то ли, может быть, какой-то адвокат, то ли еще какой человек. Но это такая призрачная надежда, призрачная. Девчонки, ну вы все разные. Кто-то загадал на мужчину, с кем вы общаетесь, а кто-то смотрит на какого-то бывшего. На кого бы вы ни загадали, мужчина сейчас несчастлив, абсолютно несчастлив и действительно с очень серьезными такими вот прям глобальными проблемами. Выхода для этого мужчины в сегодняшнем дне, ну, как будто бы нет. Ну, либо, по крайней мере, он не видит. Вот единственная надежда на какого-то мужчину. А так, он уже тут и руки себе заламывал, и головой в стенку бился. Но кого винить? Сам же обманулся, да? Сам же доверился, сам же погнался за какими-то искушениями, соблазнениями и прочее, прочее. А теперь оказался в такой ситуации. И знаете, чем хуже ему становится, вот реально, чем хуже ему становится, тем больше он думает о вас.
Он думает о том, что вот если бы он сделал правильный выбор, если бы он совершил правильный поступок, банально, да, послушал бы вас, прислушался бы к вам, то в такую ситуацию он бы никогда не попал. А теперь получается, что гонялся за большим кушем, поставил жизнь на кон и все проиграл. Просто все проиграл. Почему-то у него какое-то убеждение такое стойкое идет, что он вам не нужен. Либо в этом состоянии, да, проигрыша он вам не нужен, либо в принципе он вам не нужен. Может быть, вы ему что-то такое сказали, либо намекнули. Вот. И он такой вот оплакивает, и жизнь свою оплакивает, и судьбу свою оплакивает, и то, что вас рядом нет, он тоже оплакивает. В замес, короче, попал ваш мужчина, и очень крепкий замес. У кого мужчина на расстоянии, девочки, вы о нем очень мало знаете, а то, что вы знаете, это, знаете, как 5% от действительности, от реальности. Вот если бы вы все узнали, наверное, в обморок бы упали от того, что происходит. Да, попал парнишка. Но есть ключ. Есть ключ, который может открыть его вот эту клетку. Может открыть. Но ключ слишком такой неподъемный. Либо у него сейчас нет сил, чтобы этот ключ вот просто физически взять, да, и открыть эту свою клетку. Девчонки, если у вас хотя бы есть капелюшечка сострадания и любви к этому мужчине, молитесь за него. Молитесь за его здравие. Молитесь за душу его, за тело его. За то, чтобы он выбрался из вот этой вот, извините, клетки, в которой он сидит. Ему очень нужна ваша молитва. Вы видели, да? Единственная надежда на высшие силы. Если вам не трудно, если вы, опять же, да, имеете хоть какие-то чувства к этому человеку, просто помолитесь. Не обязательно какую-то специальную молитву читать. Вот от сердца, вот что в голову приходит, что в сердце вашем есть, зато и помолитесь. Поверьте, это ему очень и очень поможет. Ну, насчет вас тут только сплошное сожаление. Сожаление, что вот что-то не сделал, либо сделал неправильно, что не послушался, не прислушался, не остался с вами, около вас, рядом с вами, не решился в какой-то момент, да, острый момент, он не решился что-то сказать, либо предпринять, что-то предложить, а теперь уже как время назад не отмотаешь, к сожалению. Нельзя вернуться в ту точку невозврата для того, чтобы принять правильное решение. Плохо ему, девочки, очень-очень плохо. Если этот мужчина ему не поможет, ну, извините. Давайте я сразу посмотрю, поможет ему этот мужчина или нет. Если честно, я не ожидала такую отсыпку. Тяжелая идет энергетика. Но этот мужчина ему поможет, но не так, как он этого хочет. Здесь какая-то помощь будет то ли поверхностная, то ли придется все равно что-то еще дополнительно предпринимать. Но для него эта ситуация как такой, знаете, глобальный урок в жизни. Переоценка ценностей. Он сам, как, знаете, перекраивается. Вот как будто бы он сам себя вот так пополам ломает, и заново срастаются все кости. После этой ситуации он станет другим. Абсолютно другим человеком. Вы даже его не узнаете, насколько сильно он поменяется. У вас будет встреча с этим человеком. Она здесь вон прописана, она обязательно состоится. Когда он появится, вот придет в следующий раз, да, ваша встреча, вы ахнете от того, как сильно поменялся этот человек, каким он стал. Совершенно другим, совершенно новым. Взгляд будет такого, знаете, человека, который уже, не знаю, 3 жизни прожил, да, минимум 300 лет. Вот такой взгляд у него будет. Может, физическое, да, вот там лицо, черты лица такие же будут, а вот внутреннее наполнение абсолютно будет другим. Это будет уже абсолютно другой человек. Абсолютно другой. Да. Но я вам скажу, что это была его судьба. Вот обмануться, либо попасть в такой замес, в такую переделку и обновиться, не погибнуть, но выжить в этой переделке. Как начать новую жизнь с новой странички, с нового листа.
Почему у вас тогда вот прям все не срослось, не случилось? Потому что он должен был пройти свою судьбу. Вас высшие силы не захотели в это вмешивать, потому что вы слишком мнительный, чувствительный человек. Неизвестно, что бы было с вами, если бы это все происходило на ваших глазах. Ну, у судьбы другие планы. На вас и на этого мужчину. У вас будет встреча, 100% будет в будущем. Не скажу, когда, вы все разные, а то сейчас скажу вам дату, а вы будете ждать. Нет, вы все разные, каждый по-своему отыграется, но встреча точно будет. И да, будет уже совершенно другой человек, повзрослевший, самостоятельный, решительный, который умеет отвечать и за свои слова, и за свои поступки. Он почему сюда вот попал? Ну, потому что как бабочка-однодневка жил, порхал с цветочка на цветочек, жил в каких-то мечтах, иллюзиях, удовольствиях, погоне за этими удовольствиями. И вот сам себя загнал. Женщина его обманула. А обманула, подвела под самый монастырь и бросила. Бросила. Скорее всего, еще и как-то поживилась на этом мужчине. И вот он теперь сидит и думает: боже, дурак я дурак. И грош мне цена. Но я еще такую вещь вам скажу. Он наконец-таки понял, кто вы для него, либо кто были вы в его жизни, в его судьбе. Вас он видит этаким подарком небес. Подарком, который он не рассмотрел, который он на первый взгляд не понял. И знаете, еще такое ощущение, что было как пренебрег он этим подарком. Для вас это было очень обидно. Еще хочу посмотреть его чувства к вам. Его настоящие чувства. Не вот эту всю истерию, которую он разводит в сегодняшнем дне, а именно его настоящие чувства к вам. Что у него за чувства к вам? Ну, конечно, ожидаемо. Девочки, вот для этого мужчины, как олицетворение вот женской прелести, да, женского начала. То есть вы можете быть как и хрупкой и ранимой, так и очень сильной и стойкой. Если честно, он берет с вас пример. Вы действительно даете ему эту силу выжить, силу жить, силу победить эти страшные обстоятельства. То есть падая, вставай. Да? Как бы тебе тяжело не было, падая, вставай. Пробуждаете вы в нем какой-то внутренний ресурс. И когда ему прям совсем прям хреново-хреново, страшное отчаяние берет его за причинное место, он сразу думает о вас. И становится легче. То есть вы действительно как стимул жить дальше. Сейчас, в сегодняшнем дне, вот как я и сказала, да, вы для него та самая прекрасная цель, та самая прекрасная мечта, ради которой стоит выжить. Выжить и жить дальше. Понимаете, вот так, вы его мотиватор. Но когда такая ситуация происходит с мотивацией, да, ведь только любовь может заставить, да, человека мотивироваться кем бы то ни было. Так что, мои хорошие, чувства есть и чувства очень сильные. Жалко, конечно, что так поздно он это все понял, осознал и все это проснулось, но это была его судьба, и ему как бы, да, нужно было это все пережить. Без этого острого момента он бы никогда не стал тем, кем он должен стать. Да, он еще только должен стать, поэтому вы не вместе, поэтому вас к нему и не подпускают, поэтому вас так, извините, разъединили. Так, девочки, вы мне лучше расскажите про вот этого товарища. Смотрите, тут прям на быке сидит мужик. Мужик такой характерный, мужик резкий, я бы даже сказала, что немножко грубоватый. И мужчина, скорее всего, то ли женат, то ли был женат. Тут бык у него боевой, понимаете, боевой. Может, машина у него такая, вот прям, знаете, он ее там затюнинговал, там что-то налепил на нее, там наделал к ней. И вот этот мужик, он за вами будет волочиться, либо уже волочится. Но вы вот совершенно мне не смотритесь вместе, вы как прекрасная такая светлая голубка, а он как такой уже, знаете, общипанный ворон. Ворон, просто, такая себе парочка. Девочки, мужчина слишком груб для вас.
слишком груб. И я понимаю, что он вас будет добиваться, либо уже добивается, и там обещает вам золотые горы, прекрасную жизнь и прочее, прочее. Все-таки он смотрит в сторону от вас. От вас. Ну нет, не пара вы, абсолютно не пара. Не ваш это человек. Не ваш. Но он прям, да, прям топчется. Либо уже на пороге вашей жизни топчется, либо уже вошел в вашу жизнь. Нет, не вижу я вас вместе. Не вижу. Даже, знаете, может обидеть вас. Слово может обидеть. То есть вы ему откажете, он может грубо сказать. Но не стоит на него внимания обращать. Вообще не ваш персонаж. Так, давайте посмотрим на вас и на этого загаданного. Что вас в будущем ждет? Что вас с ним ждет в будущем? Вот видите, показывают его перевоплощение. Его перевоплощение. Вылетит он из этой клеточки, вылетит. Освободится он, девочки, освободится. Так хорошо вместе, что вас ждет. Вот будет вам дифирамбы петь. Кляться в любви будет, девочки. Я вижу, что вы его ждете. Я вижу, что сердечко неспокойно. У кого-то из вас отыграется, что вы ребеночка родите от него. Если вы уже не в том возрасте, как говорится, и нет желания рожать, то, скорее всего, вот как новое начало между вами будет. Он перевоплотится, он переродится, он раскроется, станет, как я вам сказала, совершенно другим человеком. Весна между вами придет, то есть это возвращение чувств, нахлынут чувства, нахлынут эмоции. Мужчина ваш поумневший, из клетки выберется и уже будет гораздо поумнее, птицы. Но он вернется, и если это его мечта и ваша мечта, он 100% вернется. Но тут суждено исполниться вашим взаимным мечтам. И вашей мечте, и его мечте. Если ваши мечты вот прям идентичные, чтобы вот быть вместе и любить друг друга, 100% исполнится. Но вот точно он вам признается в своих чувствах. Вот, знаете, появится и все расскажет, что с ним приключилось, что он понял, что он пережил и что он решил. Про любовь вам будет говорить. 100% будет говорить вам про свою любовь. Ну, здесь прям это тоже показано. Смотрите, в самом венце, вот она вы в небесах порхаете. Видите, такой ангел, вы добрый ангел. А он вот грешник, который вот даже не на земле стоит, а вот какой-то, знаете, как в пропасть падает. И вы его ручками, видите, хватаете, вы не даете ему упасть. Либо благодаря вам, вот вашему образу, он спасется. И так может отыграться. То есть вы ему как добрый ангел посланы. Добрый ангел, который грешника спасает. Вот так мне идет. Я понимаю, что вы с этим человеком уже, наверное, намучались. Да? Может быть, даже он вас и обидел. Но поверьте, во-первых, он за все платит вот именно сейчас, в моменте, когда вы смотрите эту отливку. Во-вторых, он станет другим. Он все это осознает, он все это искупит. Вот, это будет. У вас еще будут и встречи, и свидания, и разговоры, ну и любовь, соответственно. Все еще это впереди, все будет. Тяжелая отсыпка на самом деле. Главное, девочки, с вот этим делом не наделайте с мужиком, потому что он очень нехороший. Вообще вам никак не подходит, не заходит. Он даже какой-то, знаете, агрессивный, опасный мужик. Либо, знаете, строгое нет, да, никаких шансов строгое нет. Либо вообще сторонитесь этого мужчины. Потому что не нравится мне этот персонаж еще и на быке, понимаете, таком. И смотрите, какой хвост у быка, да, вот прям как боевой такой стойкий. Девочки, не надо, воздержитесь вот сейчас от ухаживания каких-то грубых, таких матюкливых, брутальных мужиков, потому что может достаточно крепко достаться. Знаете, как без войны меня же... Поняли, да? Может нагрубить, нахамить и еще, не дай бог, даже спровоцировать что-то. Не надо, не надо. А бы с кем не надо, девочки. Если видите, что неадеквашка лезет к вам, старайтесь деликатно, но четко отказывать. Потому что здесь как бы даже предупреждение вышло, что мужик с головой явно не дружит.
абсолютно не дружит. А с этим у вас встреча точно будет. Все еще будет, все еще обсудите, обо всем еще вам расскажет. И в этот раз он уже будет говорить вам только правду. И вот все, как оно есть, все вам расскажет. Все еще из первых уст узнаете. Не только с моей отсыпки, но и из первых уст. Мои хорошие девочки, берегите себя, будьте счастливы, будьте любимы и, конечно же, любите. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.